Короче, такая суета у меня. Затопил печку. Все поставил. Там. Опа. Тут у меня для собак. Сегодня перловку им заварил. Перловку. Тут у меня картошка. Картошка что-то плавает там. Какой-то жучок. Картошка это как он начнет кипятиться там, я добавлю щуку. Вот я почистил щуку. Это голову я собакам, я и голову рыбы не ем. И хвост на. Многие сейчас будут писать, что на уху надо голова, но я не люблю. Ну и тут филе такое, ну филе, тело у щуки там 5 кусков. Стандартный размер попался на уху, самое то, ребят. Это отличная уха получится. И больше я в суп ничего добавлять не буду. Картошка, рыба и соль. Больше ничего не добавляю. Не знаю, что сварится, нет. Ну, добавлю еще, подкину еще дрова. Сейчас еще выйду, там уже тьма на улице. Выйду и еще скалю несколько чурок. Ну, несколько полен, там полена 3-4. Потом жарко будет, слишком много тоже топить никак не получится. Ну, вот так уже во тьме и кашеварю. Вовремя мы с тайги пришли, короче. У меня бардак там. Надо вынести тоже этот мусор. Сейчас, чтобы не забыть, сразу вынесу. Ну и, в общем, будем варить, парить. И время сейчас, время 4:30, а на улице уже тьма. Блин. Мы пришли где-то без 10:04 было. Еще буквально за полчаса все так. Погода так, ну, время уже вечер, в общем, вечер. Рюкзак занес. Рюкзак тоже сырой, надо подсушить, там, вытащить оттуда все вещи. Все, короче, у меня быт обычный в избушке. Сейчас я за дровами еще выйду, это вынесу и дрова занесу. И вроде как все. Еще ружье почистить надо. Так, чай, ребята, закипел. Ай. Походные условия вот такие у меня. Стола нету поблизости. И чай уже там. Закипело все. Картошка вон закипела тоже вон. Увидим. И сюда я закину вот эту рыбу. Там только одна картошка. И щука. Вот и будет уха. Ни лук я не добавляю, ни морковь, ничего. В уху или суп из боровой дичи я никогда ничего не добавляю. Это лишнее. Лук и морковь там сбивают весь вкус. Чуть-чуть воды много. Еще дым. Собакам вкусное тоже надо. И вот так будет вариться уха. Еще соль и добавлю еще сюда растительное масло. Ложку, можно 2. И будет хороший и вкусный суп. Так что не надо никогда добавлять лук, там, морковь, специи всякие. Это ерунда полная. Ну, на вкус и цвет, конечно, все разные мы. Но если хотите почувствовать настоящий вкус рыбы или же вкус боровой дичи, никогда ничего не надо добавлять. Картошка, рыба или дичь и соль. Вот еще в уху я добавлю немножко растительного масла. А в боровой дичи всегда там есть этот, как сказать, ну, сейчас скажу же, жирок-то все равно есть. Тут у меня, у собак, тоже, но это на всю ночь я оставлю, пусть тут
будет томиться. И все. И Айда у меня тут рулит еще, вон, смотрите. Айду я не обижаю, Айда всегда рядом. Айда молодец, защита моя. Вон она, короче. Да. А, Айда. Горячевая Айда, мрушка деревянная. Я накормил вас. Сейчас они кашу поели. Все нормально, они сытые. Сытые. А Тулан где-то на улице там или в будке сидит, или же где-то в другом месте лежит. Ай, да пусть тут отдыхает. Карабин там у меня сейчас уже протер там несколько раз, там затвор. Ну, я стреляю, хоть не стреляю, я все равно чищу оружие. У меня, ребята, ужин готов. Вот смотрите, какая уха получилась. О, какая наваристая. Ничего лишнего. Тут у меня только рыба и картошка. Больше ничего я не, скажем, ничего не добавляю. Так что имейте в виду, если будут вопросы, как я готовлю рыбу, как я варю уху, все. Картошка, как сказать, рыба и растительное масло, вот такая ложка. Если есть внутренности у рыбы, скажем, если у крупной рыбы печень, там икра, жир такой вот, все еще накладываете, и растительное масло ничего не надо добавлять. Вот. Время сейчас, опа, ай. Так, в общем, вот так как партизан сейчас я живу. Время сейчас 6 часов скоро будет, без 3 минут 6. И ну что остается, только, наверное, уже сказать, что день закончился очередной, такой неудачный для нас. Второй день уже. Ну, и я думаю, эта поездка такая и будет. Потому что я сейчас позвонил домой. Завтра целый день, не прекращая, будет дождь идти. Завтра у меня выходной, как я думаю. Завтра чисто рыбалка у меня будет. Высплюсь и надо отдохнуть телу тоже, ногам отдохнуть. Просто возле избушки там недалеко буду ходить. И на речке там рыбалка и все. Куда в дождь пойдешь? Некуда. Если целый день в плаще там шуршать, и тоже боровая дичь выйдет, не выйдет, кого-то встретишь, не встретишь. Вообще погода и не повезло в этот поход. И завтра целый день дождь, послезавтра также дожди. Ну, в общем, дня 3-4 такие дожди. Но минусовая температура еще обещают. Ну, и дожди. Понимаете, дожди. Ну, это для охоты большой минус. Скажем, с собаками там по боровой дичи, если вот, скажем, снежок и утренняя прохлада такой, когда уже деревья в снегу, глухарь сидит, ты издалека видишь его. А сейчас что? Дождливую погоду ты выйдешь и уже весь сырой. В плаще там ты потеешь, там все равно ну, это под плащом ты потеешь, сырой тоже. Бывало, я целыми днями тоже в плаще ходил. Были даже видео у меня, как я там, как суслики там приходим в избушку. Ну, завтра проснемся, посмотрим, какая погода будет и какое настроение. Я сегодня с хорошим настроением вышел в тайгу и, ну, с таким настроением, можно сказать, с нехорошим настроением вернулся. Ну, бывает, что потом. Тут ничего сделать, ничего не сможешь. Как карта ляжет сегодня, ну, чуть-чуть неудачная охота была. Ну да ладно, сейчас я чуть-чуть подостынет супчик, и буду я ужинать, и буду отдыхать. Где-то до 7 поваляюсь и спать тоже. У меня печка уже там скоро погаснет. Ну, я трубу не закрываю. Жарко, тепло. Ай да балдеет, ай да у меня вот уже здесь, сперва возле печки там что-то там, а сейчас
тут, ну, не видно ее. Вот она. Вот она. Долго она не высыхает. У тулана вообще шерсть вообще другой. Он как будто и не сырой. Смотри, она действительно спит. Глаза закрыты. Не слушает. Ну, может, слушает меня, но мою болтовню, но в основном видно, что спит. Вот и все. Еще есть вопросы какие-то? Тогда пишите в комментарии. Плюсы, минусы, все. Пишите, я там почитаю, что думаете про мою охоту. Вот такая охота, настоящая охота. Это не то, что вышел и подстрелил. Дичи в этом году однозначно мало. Не урожай. Вот поэтому и так выходит. За день так увидишь. Одного глухаря сегодня видели. Но кополухи не в счет. Кополухи там 2-3 штуки, наверное, видел. 3 тетерки видели. Да. Рябчики в нескольких местах выскакивали. И все. Больше ничего не видел. Вот так. Ну, ладно, ребята. До завтра, в общем. Завтра увидимся. А я поужинаю и отдыхать. 19 октября, ребят. 7 часов. 7:05 я все еще в избушке. На улицу выходил. Сейчас сыро. Всю ночь шел дождь. Сейчас моросит так спокойно. Ну, 7 часов я в избушке, значит, пока никуда не собираюсь. И, наверное, в тайгу уж сегодня не пойду. Далеко не пойду. Будет у меня выходной, скажем, сделаем выходной. Я ленюсь сегодня. Я ленивый сегодня. Сегодня у меня будет рыбалка. Да, камеру с собой таскать не буду в такой слякоть. Тем более на реке там некогда возиться с камерой. Просто сетку проверю, если попадается рыба, еще закину. Если нет, так оставлю эти и, наверное, все. Вчера где-то, наверное, пока ходили там где-то сантиметр, наверное, вода пришла еще. Вот так, радио там, Первый канал. Больше ничего не слышно. Спалось отлично, нормально отдохнул. В 7 часов, наверное, лег, после 7. И все. Пока рассказывать нечего. Вот пью кофе с сгущенкой. Не жалею сгущенку туда. Бахну. Вот так вот. Вместо сахара. Ну, с молоком оно вкуснее. Кофе. Маловато. Сейчас еще добавлю. Люблю сироп. Вот так. О, сейчас перебор, наверное, у меня получилось. Точно сироп. Зато вкусный. Кофе с молоком, вот, с сгущенкой. Самый раз. Ну, я то чай пью, то кофе пью, так. Чередую вообще. Если завтра такая же погода будет, ну такая будет сейчас, в эти дни. И завтра выйду в тайгу. Завтра 100% выйду. Плащ одену. Смотря по погоде, в какую сторону идти.
еще есть, так в планах еще один кружок такой, ну, дневной, целый день, чтобы вот идти целый день. Такой кружок еще есть. Как и говорил, в южную сторону. В северной стороне там делать нечего. Пусто. Север пустый. Пустой. Сколько вчера ходили? 1 глухарь, 3 косача. В южную сторону надо попробовать сходить. Так знакомые говорили тоже там. Появляется, говорит, дичь, потом исчезает. Бывает по 5 штук, говорит, видели глухарей. Не знаю. Но это уже другая река. Ну, поближе там можно сходить. Посмотреть. Там вырубку глянуть там. Если погода позволит. Если хреновая погода будет, я не знаю, что буду делать. Может, вещи все соберу и домой поеду. Если нет погоды, толку сидеть в избушке я не вижу. И такой охоты лично мне не надо. Я вещи соберу, уеду, а лучше я еще раз. Но еще раз у меня только уже получится пешком сюда прийти. Потому что в следующий раз уже река закроется и снег выпадет. Ну, только если пешком. Пешком или на лыжах. По первому снегу попробовать еще прийти. Интересно даже вот когда уже снежок на деревьях. Глухари можно издалека увидеть. Но они тоже маскируются. Знаете, кто охотник. О, сироп. Живот там урчит. Рыба-щука там плавает нам вчерашняя. С утра не охота кушать. Если далеко, вот, скажем, иду, как вчера, вот, я с утра вот творог съел. А сейчас нет. Я сейчас аппетитно гуляю, схожу, съездим, я на антулана только возьму. Сетки проверю и все. Потом уже возле, как сказать, возле избы что-то, может, еще буду делать. Я в тайгу не выйду сегодня. Вот так. Вот такое утро сегодня, ребята, у меня. 7 часов 10 минут. Я бездельник. Я уже, по идее, час в пути должен быть в тайге. Вчера уже час в пути был. 7 часов уже, считай, сколько километров прошел. Что там? Что там хулиганят опять? Ну-ка. Тула, ты смотри, что делает там. Вот всю мусорку они, блядь, поднимают, а? Вот делать вам нечего. Надо вторую будку по-быстрому сделать, чтобы их обеих посадить. Тулан, дугды! Фу вас пасть! Рябчик на том берегу. Ну да, где-то он там свистит. Ты тоже туда иди. Пустая бутылка там. Я выкинул, чтобы в следующий раз, чтобы этот, как его, ну, как тут его не ругать? Вот надо ему и все. Тулан, дугды. Вот так. Неугомонные. Вон кастрюля целая, каша вчера сварил. Сегодня хлеб пока с утра дал. А потом позже я накормлю. Вот. Так и воюю. Вот всегда вот им что-то не хватает. Всегда надо им доставать что-то, украсть. Не люблю. Собаки сытые. Что им еще не хватает? Вот надо ему достать эту бутылку оттуда. Хотя бутылка там пустая. Вот чуть-чуть остыло нормально. Ладно, ребят. Если что, включу, расскажу, что и как. А сейчас пойду я на рыбалку. Сетями, в общем. Не удочкой, а сетями. Вода большая, на удочку вряд ли кто попадет нам. Может, на сетке что-то попало. Хоть на жареху
набрать, домой отвезти. Вот такие дела. Ночью вот дождь был, а сейчас все ровно. Пока дождя нету. Так, ну, вода прибыла. Вода прибыла. Вот слева палка. Это мы когда приехали, я отмечал. Справа палка, вон это. Вчера я отмечал. Где-то сантиметров 5 вода пришла. И после сегодняшней ночи, наверное, вода, будь здоров, еще придет. Как же хорошо-то сейчас. Туман. Дождя нету. Вот это да. Что-то меня пугали, что целый день дождь будет. В 7 часов вообще дождя нету. Вот тут у меня тоже сетка стоит, надо проверить. Вот от этих кустов так стоит. Да уж. Угу. Ну, что поделаешь. Все равно сыро. Я в вазака вот сейчас в плаще, в болотных сапогах. Видеокамеру взял. Да, я думаю, может что-то интересное. Вот смотрите. Дотронешься, сразу сырым будешь. Лес вообще не мокрый, а вообще сырой. Там, блин. Ну, вот смотрите. Вот, видели? Капельки все висят. Вот. Вот, тронешь. Это как под душ. А если все дерево, если ветер чуть подует, там все. Надо сетки все равно проверить. Айду я на цепь посадил. Этот бездельник пусть со мной будет, пусть привыкает ко всему. Почаще я его таскаю. Ну, почти всегда, в основном. Рябчиков меньше гоняет так. Ну, мелкую дичь особо не трогает. Ай, да подряд, чем ей похрену кто. Всех ловят. Ну, вчера мы здесь переходили и на север ходили вообще. Так. Ну что, начнем рыбачить. Смотрим, что-то клюнуло или нет. Ой, за уже 3 сутки, наверное, у меня пошли. Надо проверить. Вчера ведро тоже взял. Думаю, проверю, а какой там, попали под дождь. Ну, план, под дождь попали и... Да, вода уже больше, чем мы поднимались, уже, в принципе, больше становится. И сегодня уж точно придет еще сантиметров 10-15, наверное, после этого дождя вода придет. Хорошо вообще. Будем заниматься сегодня рыбалкой и возле избы. Все надо было день поставить на это, потому что после охоты я возвращаюсь убитый, усталый. И время практически не остается у меня, чтобы проверить сетки. Приезжаю, прихожу и уже смотрю, там темнеет. О, блин, засосало. Вот так. Готово. Ну все, будем проверять. Ну что, одну сетку я проверил. Одна сетка, один улов, елец. Ячея не крупная, тут крупнее рыбы нету, и этот, как сказать, ельцы, они мне нравятся, эта рыба, я в принципе их ловлю в основном, ну так сантиметров 15, не больше, наверное, спортивный такой трофейчик. Ну вот, первый улов. А у меня сколько? Штук 5 сетей, наверное, не больше, и 5 рыбин, не знаю, попадет или нет. Вообще не клюет. Да, Тулан? Не клюет пока. Плывем дальше. Мы на СБ, ребят, с Туланом сходили на рыбалку. В этой рыбалке только выигрывает Айда. Айда в будке, сухая, спокойно лежит, отдыхает.
Погода ужас. Погода опять начался дождь. И где-то час уже. Я весь сырой вон. Весь сырой. Хорошо, что плащ надел. И сейчас покажу наш улов, ребят. Улов. Сколько? 5 сетей, наверное, там стояло. Вон, смотрите. Вот такие ельцы. Десяток, наверное, не набрал. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. 9 штук рыбы. Это плотва более-менее так. Но это пойдет на приваду, наверное, я оставлю, как сказать. Это вообще маленький. И хвостик у него даже кто-то откусил, видимо. Половина хвоста нету. А за хвост кто-то хватал его. На капкан, на приваду, наверное, оставлю. Может, можно пожарить, в принципе. Вот яйцы, это хорошие яйцы. Ячея не крупная и, скажем, покрупнее вообще поставить сетки там и вообще без рыбы будет. Нету, что-то маловато сей год. Маловато. Но чем богатый, тем и рады. Этот поход как-то совсем не очень так. Ох, дождь идет так. Сыро все. Сыро все везде. Неприятная погода. Надо еще здесь граблями все убрать, этот бардак у собак. Я сам тоже поколол там дрова немножко. Это тоже надо убрать. Айда спит. Так, ну, не знаю, это, наверное, целый день так будет дождь идти. Я даже не знаю, что дальше делать. Как быть. И завтра, и послезавтра вообще погода испортилась. Не знаю. Хреновое дело, в общем. Не очень приятно. Ждал морозы, а вон морозы какие пришли. Думал, второй раз поеду. Будут уже морозы сегодня, как-никак. 19 октября. Должны быть уже морозы. Снежок. А пока дождь. Пока дождь. Ну ладно. Будем думать, что дальше делать. Пока сейчас попью чай. Чай попьем и подумаем. Тла. Волчья морда. Волчья морда. Реку так и не переходит пока. Да, не переходит. И не хочет. И не хочет. Сейчас тоже ходили по берегу, она бегала. Реку так и не перешел. Бегал-то есть, бегала. Все путаю на женский, мужской род. То с Айду наоборот мужским родом говорю. О, жизнь у Айды. Не жизнь, а малина. Сейчас я тебя тоже отпущу. Сейчас ходим еще куда-нибудь. Да, поблизости. Айда. Видит ведь. Ох, хитрая она. Хитрая. Айда. Сейчас слышит и видит. Да? Слышишь и видишь? Ох, как глазища какие. Айда. 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 Вторую будку надо сделать. Думаю, сейчас начать или нет. Дождь, в принципе, это не помеха, в плаще там работать. О, поливает. Просто лед. И облако, блин, до земли. Толстый слой такой. Ну, сутки дул ветер, вот и
результат. Хотя бы завтра чуть-чуть, хоть до обеда, хоть более-менее, чтобы было. Хочется уже. Сегодня выходной, а завтра-то куда-то надо сходить. Посмотрим вообще.